В эфире программа «Актуальное интервью» по данным Ассоциации гостеприимства. Только в Якутске за эти дни закрылось около 15% ресторанов. Примерно 50% перешли на дистанционную форму работы. А как обстоят дела в других сферах малого и среднего бизнеса? Какую поддержку государство оказывает предпринимателям? Что делать, если предприниматель по тем или иным причинам не подпадает под предлагаемую помощь? Об этом мы поговорим с министром предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ириной Высоких. Ирина Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. Какие меры поддержки, заявленные государством, уже начали действовать? Чем могут сегодня воспользоваться предприниматели в нашем регионе? На сегодняшний день у нас принят ряд мер поддержек. В частности, 19 марта мы оперативно собрали опергруппу МСП и определили ряд первоочередных мер поддержек, которые на сегодняшний день помогут наиболее пострадавшим отраслям. 24 марта вышел соответствующий указ главы, где эти все меры были обозначены. В частности, было принято решение снизить налоги по УСН, где налог до 1%, это где налогооблагаемая база доходы, и доходы минус расходы мы снизили до 5%. На сегодняшний день налоговая заявка уже направлена в Минэкономики, и на этой неделе планируется налоговая комиссия, поэтому в ближайшее время эти меры уже будут действовать. Также мы приняли решение освободить на 2020 год от уплаты налога на имущество для сфер гостиничного бизнеса, общественного питания, которые наиболее пострадали в самом начале пандемии. Есть решения, которые зависят не только от республики, но и от муниципалитетов, которым рекомендовано снизить корректирующий коэффициент К2, применяемый для исчисления НВД, и установить налоговые льготы по земельному налогу для налогоплательщиков. В этом направлении 22 муниципальных образования выработали предложение. Уже в нескольких районах нашей республики принимаются решения о снижении К2. И я бы хотела отметить Оленёкский район, который уже на сегодняшний день снизил К2 до 0,1% и льготы по земельному налогу до 0%. Мы мониторим ситуацию, следим за тем, как у нас муниципалитеты в этой части отрабатывают. И я думаю, что в ближайшее время к Оленёкскому району присоединятся также другие муниципалитеты. Оперативно мы также отработали по принятым решениям в отношении нашего подведомственного учреждения. Это фонд предпринимательства. В частности, у нас введен мораторий на оплату основного долга и процентов по микрозаймам для субъектов МСП и докапитализация микрокредитной компании, фонд развития малого и среднего предпринимательства. У нас планируется увеличение до 200 миллионов и снижение до 3% льготных кредитов, тоже для определенных отраслей, которые наиболее пострадали на текущий момент. И уже у нас увеличен размер гарантийного поручительства перед банками до 90%, обслуживание до 0,9%. Гарантийной поддержкой все без исключения субъекты МСП могут воспользоваться для того, чтобы получить кредиты в других банках. Например, у нас некоторые отрасли до сих пор продолжают свою работу, у них поступает выручка, и они могут воспользоваться кредитами в других банках. Но для того, чтобы они оперативные средства получили, им нужна гарантия. Для них именно мы разработали такую меру поддержки. Все меры поддержки в отношении фонда, принятые в указе главы, на текущий момент уже работают. У нас поступают ежедневно заявления на реструктуризацию. Мы все без исключения их рассматриваем в оперативном режиме от 1 до 3 дней. По всем принято положительное решение. Также у нас по указу 1055 предоставляется отсрочка по уплате арендных платежей для арендаторов государственного и муниципального имущества и по платежам выкупа арендуемого имущества при реализации преимущественного права в рамках ФЗ. От 22 июля 159. Снижение размера арендных платежей до фактически понесенных коммунальных эксплуатационных затрат, а также обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации
То есть у нас на сегодняшний день практически все государственное муниципальное имущество предоставляется по льготе, то есть мы делаем отсрочку платежей и снижаем стоимость самой арендной платы. Мы следим также за нашими обращениями предпринимателей в Минпред, и если какие-то организации не идут навстречу, мы оперативно принимаем соответствующие меры. Для сферы туризма, которая наиболее пострадала и практически в самом начале пандемии, у нас помимо тех налоговых режимов, которые мы уменьшили, мы также сделали субсидирование на приобретение туроборудования, на приведение в должное соответствие инфраструктуры туристских маршрутов, чтобы на период, когда у нас предприниматели не могут работать, они получили субсидирование до 500 тысяч на один субъект малого и среднего предпринимательства, занятых в этой отрасли, и могли приводить в соответствие свои турмаршруты, приобретать оборудование. Также у нас турсообщество обратилось за поддержкой в части определения имущества по льготной арендной ставке для того, чтобы они могли хранить туроборудование, и уже определено это имущество на 50 лет Советской Армии 5 предоставляются соответствующие помещения. Кроме этого, кроме того, что у нас определено в указе главы по первоочередным мерам поддержки, у нас пересмотрены даты предоставления субсидий, которые определены в 2019 году, и в самое ближайшее время уже будут объявлены конкурсы на субсидирование модернизации для тех субъектов МСП, которые заняты в производстве, субсидирование в размере 85% от произведенных затрат, не более 500 тысяч на один субъект МСП, в социальном предпринимательстве, субсидирование занятых МСП в придорожном сервисе, а также субсидирование части затрат для тех субъектов МСП, которые работают в арктической зоне Республики Саха-Якутия на уплату процентов по кредитам. Вот в частности, по этой мере у нас тоже в ближайшее время конкурс запустится. Также хотелось бы отметить, что первоочередные меры, они на сегодняшний день не ограничиваются. То есть мы один из тех регионов, который самый первый, практически там буквально несколько регионов последовали нашему примеру, приняли оперативные меры для того, чтобы помочь предпринимателям. Поэтому мы уже на той стадии, когда готовим новый пул мер поддержки. Отмечу, опять же, что другие регионы еще даже не приняли первые меры поддержки для своих МСП. Мы это делаем совместно с бизнес-сообществом, которые активно включились в эту работу. Мы мониторим отрасли, смотрим, которые сейчас как снежный ком, естественно, друг за другом терпят какие-то серьезные лишения, многие закрываются, поэтому мы все это сейчас мониторим, и я думаю, что в ближайшее время будет сформирован новый пул мер поддержки. Ирина Сергеевна, Министерство предпринимательства курирует и торговлю. Как сейчас обстоят дела с запасами продовольствия? С какими проблемами, возможно, столкнулись предприниматели в сфере торговли? Не было ли случаев, что готовились к одному сценарию, потом спрос резко повысился и товары быстро закончились? Конечно, именно так у нас сейчас и происходит, потому что многим пришлось пересмотреть ассортиментную матрицу, и мы ежедневно занимаемся мониторингом, который предоставляем в конце дня в Минпромторг РФ и на уровне оперштаба Республики Саха-Якутия. Мы смотрим за покупательским спросом, мы смотрим за запасами. Хочу всех успокоить, у нас на минимум чем на 90 дней сейчас запасы в республике по СЗПТ, по социально значимым продуктам питания, по тому перечню дополнительных продуктов, в том числе непродовольственных товаров, определенных Минпромторгом РФ в условиях пандемии. Все запасы имеются. Есть проблемы с масками, я думаю, что все знают,
что такая ситуация по всей России, но мы один, опять же, из первых регионов, который сам начал шить маски, предприниматели подключили, которые получили соответствующие возможности сейчас для получения дохода. Пошив масок у нас сейчас ведется очень активно, в период меньше, чем за месяц, примерно с 18 марта мы пошили более 100 тысяч масок. По антисептикам у нас также предприниматели перестроились. Мы, в свою очередь, помогаем взаимодействовать с крупными поставщиками, с российскими заводами. И в ближайшее время, ориентировочно, примерно там, с 9 по 11 апреля, ожидается очень большая поставка антисептиков, оценочно, которой хватит также минимум на 90 дней. Это крупные сети везут товар, это Хозмаркет, это Ростор, это больше-меньше, Ганза, поэтому в ближайшее время у нас антисептики снова появятся на прилавках. Помимо того перечня, который определен Минпромторгом, мы также видим ситуацию с определенным перечнем товаров. Например, у нас были проблемы с имбирем, с чесноком, с лимоном, и мы приняли решение также эти товары мониторить. Приняли нарушение на уровне непосредственно Минпреда, и сейчас также следим за покупательским спросом, мониторим запасы, мониторим цены и оперативно пытаемся отрегулировать рынок. Но понятно, что это те товары, которые не входят в СЗПТ, и здесь только на уровне договоренности непосредственно с нашей сферой торговли удается достигнуть каких-то соглашений, чтобы все-таки цены на эти продукты не завышались. Вы чуть ранее уже упомянули горячую линию о помощи предпринимателям. Как организована в целом работа? Сколько обращений поступает в день? У нас на сегодняшний день поступает уже более 400 обращений. Оперативно мы их всех отрабатываем. У нас горячая линия есть общая. И также мы внедрили тематические горячие линии. Например, мы видим, что очень много вопросов поступает по налоговой, поэтому мы вводим горячую линию с налоговой, непосредственно, где будут отвечать на вопросы не только наши сотрудники, но и представители ФНС. Или, например, у нас было очень много вопросов по трудовому праву, поэтому мы подключили профильного специалиста, который отвечал на данные обращения. У нас очень большой поток обращений идет также через наш портал ab14.ru, где мы сделали специальную вкладку меры поддержки в период COVID-19. Там также напрямую у нас очень большой поток обращений. Мы также сгруппировали там вопросы с ответами уже с готовыми в специальном разделе. Есть очень много вопросов, также связанных непосредственно с самими мерами поддержки, то есть как их получить, какие документы для этого нужно. И на эти все вопросы мы тоже очень оперативно отвечаем. Есть вопросы, которые и нестандартные, которые только-только появляются у предпринимателей. Мы их формируем в оперативные кейсы. И на уровне уже Министерства предпринимательства коллективно определяем ответы и также вносим на наш портал, чтобы предприниматели не теряли время на то, чтобы там позвонить нам, а могли просто через наши онлайн-сервисы получить все ответы на самые актуальные вопросы. Напоминаю, номер нашей горячей линии это 8 800 158 80. Адрес портала portal.ab14.ru. Горячая линия доступна в любой день недели. Какие предприятия смогли оперативно переориентироваться в связи с текущей ситуацией? Есть ли примеры тех, кто смог не только минимизировать свои риски, но и, к примеру, получить профит? Но на самом деле наши предприниматели, они очень мобильные, достаточно цифровизирование, чем предприниматели во многих других регионах нашей страны. Я могу привести несколько примеров, когда бизнес существенно дифференцировал свои
услуги, перечень своих товаров, которые производят. Например, мы очень оперативно отработали с компанией Биге, когда у нас, вы, наверное, помните, был дефицит дезинфицирующих средств для уборки помещений. Мы отработали с водоканалом, которые вызвались готовить маточный раствор гипохлорида 5%, и нам нужен был предприниматель, который будет оперативно разливать это в более мелкие тары для того, чтобы подпускать субъектам МСП, которые в этом нуждаются. Например, остро нуждался в этом общепит и торговля. Компания Биге, которая занималась лакокрасочной продукцией, но имела необходимую тару для розлива, буквально за один день переориентировалась и на сегодняшний день обеспечивает рынок дезинфицирующими средствами для уборки помещений в полном объеме. То есть у нас сейчас дефицита в этой части нет. Также я могла бы привести в пример огромное количество ресторанов, которые не имели доставку, но оперативно перестроились и не только начали осуществлять доставку через свои сайты, но и соблюли все меры безопасности, внедрив бесконтактную доставку. Я здесь, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем предпринимателям сферы торговли, общепита, которые очень быстро внедрили у себя бесконтактную доставку, понимая, насколько это сейчас важно, чтобы сдержать у нас ту ситуацию, которая происходит сейчас в других регионах, когда, к сожалению, коронавирусная инфекция ушла уже даже в районы. У нас пока удается сдерживаться, и благодаря предпринимателям, я думаю, что мы еще долго успеем, я надеюсь, вообще никогда у нас в районы коронавирусная инфекция не уйдет. И также хочу обратить внимание на доп. Образования, которые работали в офлайне, но перешли на онлайн-сервисы и сейчас работают, например, с детками через онлайн-ресурсы, например, преподают английский язык. Также IT, которые вовремя сориентировались, поняли, что многим бизнесам сейчас нужны интернет-сайты, маркетплейсы, и они предложили очень льготные коммерческие предложения, и буквально за 1-2 дня разрабатывают очень хорошие сайты для того, чтобы бизнес, который работал в офлайне, мог уйти в онлайн. Ну и, конечно, наши швейные цеха, которых ставят сейчас в пример другим регионам, которые выходят на меня и просят поделиться опытом, как же наши швейные мастерские так оперативно перешли на пошив масок. Сейчас наши швейные цеха также будут шить защитные костюмы. Буквально сегодня мы получили лекала и уже передали их нескольким цехам, которые в ближайшее время будут работать и по пошиву непосредственно защитных костюмов. Ирина Сергеевна, спасибо, что выделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Поддержку малого и среднего бизнеса мы обсудили с министром предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ириной Высоких. Оставайтесь с нами.